Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова и в начале главные темы выпуска. Обновление инженерной базы. Участок Чакайлатва по километру, 180 диаметр, тоже напорная яртва, и за ближайшее время это Чакайлатва. Северноводская прокладывает новые водные коммуникации протяженностью более 8 километров. Контроль качества. После отбора проб сейф-пакет запечатывается, будет отправлено для лабораторной экспертизы. В столичном тепличном комплексе провели мониторинг растений, чтобы защитить урожай помидоров и огурцов от вредителей. Благой жест. Один из ресторанов Грозного проводит бесплатные ифтары в священный месяц. Председатель правительства Чеченской Республики провел совещание по актуальным вопросам. Обсудили ход реализации инвестиционных проектов на территории Грозного, а также вопросы проведения весеннего призыва и развития бизнеса в республике. Магомед Даудов отметил, что глава Чеченской Республики уделяет особое внимание комплексному развитию столицы региона, созданию современной инфраструктуры и комфортных условий для жизни граждан. Важным направлением является поддержка предпринимательства и создание новых рабочих мест. Отдельное внимание было уделено вопросам поддержки малого и среднего бизнеса. В рамках обсуждения весенней призывной кампании была поставлена задача обеспечить организованное проведение призыва, качественное медицинское освидетельствование и строгое соблюдение требований законодательства Российской Федерации. В Республиканской клинической больнице имени Ахмата Хаджи Кадырова запускаются новые профильные отделения, где будут оказывать экстренную помощь пациентам со множественными тяжелыми повреждениями, включая полный цикл неотложной поддержки. Здесь будут выполняться операции на легких, пищеводе, трахее и других структурах. Прием пациентов планируется уже в этом месяце, продолжит Турпал Али Тайсомов. Хава Дутаева работает врачом уже много лет. Нейрохирургия, в которой трудится женщина, очень ответственное направление. И когда под рукой есть все самое лучшее, выполнять обязанности просто и приятно, поделилась наша героиня. Таких условий раньше не было, а сейчас просто удовольствие работать, потому что все легко. Просто надо любить эту работу, чтобы от души работать. Но это же не простые операции, потому что это бывают разные ДТП, тяжелые травмы, разные будут поступать к нам, поэтому это надо смотреть. Здесь предоставлено все, чтобы для любых случаев, чтобы мы готовы ко всему. В Республиканской клинической больнице имени Ахмата Хаджи Кадырова запускаются новые профильные отделения – сочетанные травмы и отделение торакальной хирургии. Первое из них предусматривает экстренную помощь людям с множественными тяжелыми повреждениями, включая полный цикл неотложной поддержки. Торакальная хирургия станет специализированной площадкой для больных с проблемами органов грудной клетки. Здесь будут выполняться операции на легких, пищеводе, трахее и других структурах. Маршрут начинается с приемного отделения, где имеется навигационная система. Нас связывает со станцией скорой медицинской помощи. Мы видим, кого нам везут, с каким диагнозом везут и в каком состоянии везут пациента. Пациент средней степени тяжести осматривается в смотровой либо в травматологическом пункте, а пациент, у которого нарушена витальная функция, он госпитализируется в шоковую палату для оказания экстренной неотложной медицинской помощи. Имеется шоковая операционная, которая на 2 человека, которая снабжена по всем стандартам Российской Федерации. Имеется шоковая операционная, которая снабжена необходимым оборудованием согласно стандарту Росздравнадзора Российской Федерации, где одномоментно можно прооперировать 2 пациентов. Оба отделения оборудованы по последнему слову техники, а мастерство специалистов не вызывает сомнений, чтобы люди получили комплексное и эффективное лечение.
Все проходит здесь, в операционной. Абсолютно стерильное место. Доступ сюда есть у медицинского персонала только после тщательной обработки. Прием пациентов планируется уже в марте. Однако, несмотря на все плюсы, хочется пожелать сотрудникам, чтобы больных было как можно меньше. Тяжелых травм все же лучше избегать, соблюдая меры безопасности, где бы человек ни находился. Турпа, Лолита Исумов, Алисхан Кацулов и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Тепличный комплекс «Овощи и фрукты» – одно из крупнейших хозяйств Чеченской Республики. Здесь уже более 10 лет выращивают помидоры и огурцы. И строго следят за качеством продукции. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проверяют теплицы. На территории размещено более 60 ловушек. О деталях расскажет моя коллега. Тепличный комплекс «Овощи и фрукты» – одно из крупнейших хозяйств Чеченской Республики, которое успешно реализует свою продукцию уже более 10 лет. Предприятие специализируется на выращивании помидоров и огурцов. Они представлены на местном рынке и по всей стране. Фитосанитарное состояние теплиц и готовой продукции здесь является приоритетом. У нас имеется биометод защиты без применения средств защиты растений касаемо химических вредных. Здесь это неприемлемо, потому что имеется на месте шмели, которые опыляют цветки томатов. Соответственно, мы сами производим отбор проб. Мы заинтересованы, чтобы у нас продукция была качественная. Чтобы сохранить урожай, необходимо исключить вредителей. В теплицах к этому относятся с высокой ответственностью. Ведется собственный контроль и, кроме того, регулярно проводят проверки инспекторы Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора совместно с экспертами Кабардино-Балкарского филиала Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса. Под карантинными вредными организмами мы понимаем вредители, болезни и сорняки, то есть включенный перечень карантинных объектов, по которым вводится карантинный фитосанитарный режим. В основном эта продукция перемещается с посадочным материалом, также она может завозиться с семенами, посадочным материалом, сельскохозяйственной техникой, если, допустим, не соблюдаются все санитарные защитные мероприятия. Должны быть соответствующие документы на семенной материал, подтверждающие качество, безопасность данной продукции именно в отношении карантинных вредных организмов. В Россельхознадзоре подчеркивают важность ежегодных проверок для своевременного выявления вредителей. Это позволяет обеспечить высокое качество рассады и предотвратить потерю урожая. Разместили более 60 феромонных ловушек для выявления южноамериканской томатной моли и западного цветочного трипса. Специалисты также установили в теплице желтые клеевые ловушки для мониторинга карантинных объектов. Данные ловушки будут висеть в течение месяца. Когда специальный кинемологический клей высохнет, а феромоны испарятся, их снимут для дальнейшего исследования в лаборатории. Поскольку вирусы чаще всего поражают молодые побеги, специалисты отбирают для исследования так называемые пасынки, а также внимательно осматривают сами плоды. В ходе обследования отобрано 30 проб вегетативных частей растений, которые направят на вирусологические и бактериальные экспертизы. После отбора проб сейф-пакет запечатывается. И после оформления у нас он уже в запечатанном виде будет отправлен для лабораторной экспертизы. В течение года на территории Чеченской Республики планируется разместить более 1500 феромонных ловушек. Мониторинг охватит общую площадь свыше 300 тысяч гектар. Ребят Гайтиева, Магомед Басай, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Традиционно в Рамадан в субъекте стараются проводить благие инициативы. Так, в Грозном коллектив ресторана «Дельмар» готовит еду на ифтар для постящихся совершенно бесплатно. Чем угощают верующих в сюжете моей коллеги. В воздухе застыло ожидание, на столах финики и вода. Именно так, по сунне пророка Мухаммада, принято разговляться после дневного поста. Ресторан «Дельмар» давно заслужил признание горожан не только за изысканный вкус, но и за исключительный уют. Это место, где ценят эстетику и гастрономическое разнообразие, а столики здесь редко пустуют. Однако с наступлением священного месяца заведение открывается совершенно новой, благородной стороны. Солнце зашло, и время ифтара совсем близко. Здесь на кухне идут последние приготовления. Сегодня главное блюдо вечера – ароматный нохчи чорп. Славясь своей многогранной кухней, повара «Дельмар» для вечерних трапез выбирают лучшее. Сегодня это суп, завтра жареная курица с овощами с авторским прочтением традиционных рецептов. Они начинают подготовку еще с полудня, чтобы ровно в минуту призыва к молитве порции были поданы горячими. Порции разные. Супы еще.
чорпи борщу, рис худак мело, ча мел бол паварашна. Рамадан бата, нахин сагин. В ресторане Дельмара это уже добрая традиция. Вот уже 5-й год по инициативе владельца здесь проводятся бесплатные ифтары. Все 30 дней Рамадана двери заведения распахнуты для всех, кто держит пост и ищет уютное пристанище для разговения. Бесплатный ифтар В эти 30 дней каждый поступок обретает особый вес, а искреннее намерение накормить постящего относят к одним из самых достойных деяний. А это здесь считается высшей нормой гостеприимства и долгом перед Всевышним, который они исполняют с чистым сердцем. Стремление совершить благое в священный месяц Рамадан объединяет тысячи людей. И пример Дельмар – яркое тому подтверждение. Проводить подобные вечера год за годом – это огромный труд, который вознаграждается улыбками и искренней благодарностью людей. Ведь истинная ценность Рамадана кроется в таких простых, но великих жестах. Накормить путника, согреть словом и напомнить каждому, что рука дающего никогда не оскудеет. Лимда Джамалдинова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. Серноводск славится своей водой целебной, минеральной и знаменитой на весь Кавказ. А теперь вода здесь будет еще и по-современному технологичной. В селе строят новые сети водоотведения, почти 9 километров труб и 2 насосные станции. Так что скоро жители и гости курорта оценят не только качество серноводской воды, но и надежность инфраструктуры. Подробнее в нашем следующем сюжете. Курортный Серноводск обновляет подземные коммуникации. Строительство нового коллектора – это стратегический проект. На объекте кипит работа. Современная техника формирует линии будущих инженерных систем, которые станут гарантом экологического благополучия всего города. Участок 180 диаметр, тоже напорная яртра. В ближайшее время Проект реализуется федеральной программой развития Северного Кавказа. Общая протяженность современных коммуникаций превысит 8,5 километров. Уникальность объекта в его комбинированной схеме. Почти 3 километра напорной линии дополняют 6 километров самотечных сетей. Такая связка технологий гарантирует бесперебойную работу всей системы водоотведения города на десятилетия вперед. В работе используются высокопрочные полимерные материалы. Они долговечны, экологичны и полностью адаптированы к особенностям местного ландшафта. 600 метров километр, нормально, глубина 120-130 глубина. Запуск новых мощностей создаст надежную базу для строительства жилых комплексов и туристических объектов. Каждая деталь проходит строгий контроль качества, чтобы обеспечить Серноводску статус образцового города с современной инженерной базой. Лимда Джамалдинова, Шамсуди Джабраилов, Магомед Бараханов. Вести. Чеченская Республика. В преддверии Международного женского дня расскажем о Асет Фирзауле, кандидате технических наук и наставнике для будущих ученых. Ее исследования в области пищевых технологий способствуют развитию российской науки, а личная сила воли вдохновляет на успех, несмотря на сложности. С нашей героиней пообщалась Мадина Кураева. Правой рукой мы с вами перемешиваем, далее левой мы с вами титруем. За годы в работе в университете Асет Фирзаули стала настоящим наставником для студентов. Она делится своими знаниями и опытом, обучая будущих ученых и специалистов теории и практическому подходу к решению сложных задач. Каждый ее проект – это новый шаг к вершинам российской науки. Асет Исаевна – это стимул развиваться. Мне очень нравились ее занятия, как она вела пары, как она грамотно отвечала, как мы проводили лабораторные работы, как мы защищали свои практические занятия. Я думаю, что в те студенческие мои годы без ее поддержки, без ее опоры
я не смогла бы работать на нашей кафедре. Спасибо ей огромное за ее знания и познание в новый мир научных исследований. Асия Фирзаули – кандидат технических наук, специалист с многолетним опытом в области технологий пищевых продуктов. Ее исследования выходят за рамки теоретической части. Они ориентированы на решение актуальных задач, стоящих перед промышленностью. Разработка безопасных и качественных продуктов питания является приоритетом в ее работе. Научная деятельность мне показалась интересной, потому что я видела наглядно, какие производственные проблемы, какие, скажем так, проблемы именно обеспечения качества и безопасности продуктов питания встречается наглядно пищевое производство. И здесь, в этой промышленности, в сфере отрасли производства безалкогольных напитков, для меня стало очень интересно именно направление стабилизации продуктов. Молодой ученый работает и на международной арене, участвуя в научных проектах. Есть практический опыт работы на производстве, а также является автором более 30 научных публикаций и монографии. Имеет патент на изобретение в области пищевых технологий. Впервые я задумывалась, почему бы не использовать натуральный консервант, и вообще существует ли натуральный консервант в природе, возможно ли их получить. Мы начали изучать именно, скажем так, экстракт папоротника, который прошел промышленную апробацию, он прошел полностью все исследования как научно-исследовательского рода, так и использование как в качестве пищевой добавки в продуктах питания. Далее на базе этих исследований была проведена защита в Краснодаре, Северо-Кавказском научно-исследовательском центре, и даже на базе вот этого, скажем так, экстракта мы получили уникальный идентификатор, мы получили патентное изобретение, и на сегодняшний день активно пытаемся реализовать его в промышленное, скажем так, производство. Асия перенесла сложные испытания – автокатастрофу, после которой требовалась длительная реабилитация. Несмотря на это, она продолжила свою работу. В университете создано специализированное пространство для научных исследований – кухня, где готовят блюда с учетом научных принципов. Наши студенты сами разрабатывают рецептуры, сами готовят, то есть они готовят на основе натурального сырья, мы им показываем, что можно в принципе заменять пищевые добавки. Некоторые альтернативы они находят сами, то есть это идейные бывают. И здесь под руководством, все занятия проходятся под руководством спикеров, это кафедры технологий продуктов питания. Хочу заметить, что студентам данные практические занятия интересны. 8 марта – это день, когда мы вновь вспоминаем, как важно поддерживать женщин в их стремлении к знаниям и научным достижениям. Асия Фирзаули – яркий пример того, как женщина может стать лидером, изменяя мир к лучшему. Женщины, которые сегодня влияют на науку и образование, становятся примером для будущих поколений. Асия Фирзаули благодаря своим достижениям вносит важный вклад в развитие научного потенциала страны. Ее работы будут служить ориентиром для многих ученых и студентов в будущем. Мадина Кураева, Мосар Хаджиев, Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.